Бархатцы, георгины, петунии, цинии и еще множество видов и сортов различных цветов. Впрочем, в изобилии здесь не только они, но и хвойные деревья и кустарники. Я увижу на рынке все, я все забываю, вот сразу за этим цветком потихоньку набирала все эти цветы. В основном я розы очень люблю, гортензии люблю, флоксы. Вот гортензии у меня разные, еще докупаю, однолетки, хвойные, все, вот, что я покупала, к каждому цветку у меня особая такая любовь своя. Свой сад Зайнаб Галаева взращивает как маленького ребенка, а вот уже на протяжении 20 лет. Зеленые подопечные помогают женщине отвлечься от житейской суеты, забыть о проблемах и работе. Это ее хобби, которое, как выяснилось, может приносить еще и доход. Победа в конкурсе «Фестиваль цветов» стала для нее приятной неожиданностью. Я когда подавала документы, думала, хоть какое-нибудь место, может, будет. Я так не надеялась, я благодарила. Очень приятно. Фестиваль цветов в этом году проходил впервые. Конкурс инициирован Махмудом Али Калиматовым. Заявки на участие подали 62 человека. Однако отбор прошли только 39 конкурсантов. Главным критерием было красивое, а главное – оригинальное оформление участков. Целью данного конкурса было поощрить, поддержать деятельность наших участников, и выявить творческий потенциал и привлечь большее количество жителей сельских и городских территорий к декоративному, цветочному оформлению и озеленению. Буйство красок и потрясающий аромат. От красоты дизайнерской мысли разбегаются глаза. Небольшой мост и пруд ручной работы удачно соседствуют с островками хвойных деревьев и кустарников барбариса, жимолости, лавандовыми тропинками и розовыми кустами. В саду Фатимы Албогачевой все сделано с любовью и вниманием к деталям. Женщина в конкурсе заняла почетное 2-е место. Я и подумать не могла, что у нас в республике может быть такой конкурс. Давняя мечта – посетить парк Кекенхоф в Амстердаме. Я думаю, что на это путешествие я потрачу свои деньги. А вот свой выигрыш Молодхан Цицкеева, занявшая 3-е место, планирует направить на лечение сына. Ему требуется операция. Победа в конкурсе для нее приятный подарок, о котором она и не мечтала. Садом она занимается относительно недавно, и любимые цветы в ее саду – это гортензии и розы. Я очень обрадовалась, конечно. Мне позвонили и сказали, что я заняла 3-е место. Конечно, приятно было очень. После работы прихожу и сразу захожу в сад. Я с интересом очень саду занимаюсь этим. Средства на поощрение победителей глава республики Махмуд Али Калиматов выделил из Национального фонда развития. Еще 7 конкурсантов получат по 50 тысяч рублей. Официальное награждение победителей пройдет в октябре, в День работника сельского хозяйства. Тамара Хашагульгова, Султан Магушков, Новости 24.